أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Итак, Аллах Субхану ва Тааля в Коране, обращаясь к нам, говорит: «Я юхалладзина аману, ати'у Аллах ва ати'у Расуль». То есть, о, те, которые веровали, подчиняйтесь, совершайте итаат Всевышнему Аллаху и Его посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. В другом же аяте говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Я юхалладзина аману, ати'у Аллах ва ати'у Расуль ва улил амри минкум». О, те, которые уверовали, совершайте итаат, то есть подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, и также тем, которые стоят над вами, которых вы избрали. Еще в одном аяте говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ман юти'и Аллаха ва расуля юдхильху джаннат». То есть и те, которые подчинились, те, которые совершили итаат Аллаху и Его посланнику, они войдут в рай. Но Аллах Та'аля продолжает в этом аяте: а кто отвернулся, то Аллах ля юхиббуль кафирин, Он не любит отвращающихся, отрицающих Всевышнего, отрицающих могущество Всевышнего. И те, которые совершили итаат по отношению к Аллаху и по отношению к Его посланнику Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, они вместе с праведниками, пророками и с теми, которые войдут в рай, они на правильном пути. Что же такое итаат? Итаат переводится как бы подчинение на русском языке, но само слово в арабском, его значение слова в арабском, а также в тех языках, которые уже 1500 лет с самого зарождения ислама исповедуют исламскую религию, это безграничное понятие. Смысл безграничен, то есть очень многогранен. Многогранно объяснение значения этого слова итаат. Что такое итаат? Например, это в татарском языке итаат — это значит порядочность, уважение, склонение головы, смиренность, то есть. То же самое объясняется и в арабском языке, то же самое и в других тюркских языках, и в персидском языке, и в тех языках, которые действительно уже давно исповедуют ислам, и терминология для них понятна, итаат. Мы же говорим на русском всего лишь подчинение. Как подчиняться? Подчиняется из-за страха, подчиняется из-за того, что он может получить какое-то вознаграждение мирское в данном случае, подчиняются просто из-за того, что его подчиняют. Но итаат, например, итаат бала, то есть ребенок, который совершает итаат, это значит, он уважающий своих родителей. Итаатле инсан, то есть человек. Итаатле, то есть он действительно уважающий, уважительно относящийся к другим людям. Еще, когда говорят про человека, он итаатле, он мутия, как в арабском языке, это значит, что на этого человека можно положиться. Этот человек, значит, смысл этого слова, что этот человек, он действительно никогда не совершит плохих поступков. Наоборот, от этого человека можно ожидать только хорошее. И он всегда воспримет то, что вы относитесь к нему хорошо. Он возвратит тем же хорошим отношением к вам. Ати'уллах. Как же понять подчинение Аллаху, итаат Аллаху? Итаат Аллаху и итаат пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, это два различных вида итаата. Но все равно Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: «Ман ата ар-расуль факад ата Аллах».
И если кто совершил итарат по отношению к посланнику, к пророку Мухаммаду, саллиллаху, он подчинился, совершает итарат Аллаху. Потому что Мухаммад, саллиллаху, любимец Аллаха. Он вознес его над всеми мирами. Изначально творение, сотворение души, сотворение божественного света пророка Мухаммада, саллиллаху, то есть Аллах Субхану создал из своего божественного света его душу. И потом он воспитывал через пророков и довел это воспитание, довел процесс, путь пророчества до самого пророка Мухаммада, который был изначально в смысловом, то есть в духовном понимании, и конечный посланник Всевышнего в телесном понимании, в телесном виде, материальном виде. Итаат Аллаху все равно различается от итаата Расуль. Но если мы подчиняемся итаат, совершаем итаат посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи Мухаммаду, саллаллаху алейхи, что мы делаем? Это значит, мы следуем сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Итаат Аллаху – это все то, что мы совершаем, обязательные действия, которые в Коране, но все равно те обязательные действия, которые указаны в Коране, Аллах Субхану ва Тааля объяснил нам через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Из-за этого Аллах и говорит: «Ман атагар расуль факад атаг Аллах». И если кто совершил итаат, подчинился, последовал за пророком Мухаммадом, он всего лишь подчинился Аллаху, совершил итаат Аллаху. Как мы сказали, в тех языках, где терминология уже полностью дошла до своего смыслового понимания, терминологии, исламской терминологии, арабского слова итаат, там понимают, что действительно итаат – это значит подчинение человеку. Подчинение, если говорится пророк Мухаммад, атыгуллах, атыгар расуль, подчинение Аллаху. То есть это порядочность. Но еще нужно заметить, что атыгулил амри минкум различается совсем от того понятия атыгар расуль и от того понятия атыгуллах. Почему улиль амр минкум? То есть итаат, подчинение, уважение и признание кого-то из творения Аллаха, из простых людей, которые мы выбираем руководителями своей среды, и мы подчиняемся ему и следуем за ним, различается, если он не совершает каких-то плохих действий, различается все равно от итаата Расула. Но если он справедливый руководитель, если он действительно следует сунне пророка и следует назиданиям Аллаха, которые мы видим в Коране, то есть обязанностям, которые вменено нам в обязанность, фарзом, ваджибом, то это, конечно, выше всего того, что мы ожидаем. Но пророк Мухаммад, саллиллаху все это предупреждает нас. Если улюль амр минкум, если тот, который из вас вы сами избрали из своей среды, вы должны следовать за ним, вы должны ему подчиняться, совершать итаат, например, фаджахиду хальфа кулли фаджрин ва адлин, говорит Мухаммад, саллиллаху алейхи. Если он призовет вас к джихаду, то есть защищать родину и защищать свои семьи, защищать свое государство, если руководитель этого государства, будь то он справедлив или тиран, вы должны пойти за ним. Также он говорит, что «фассаллю хальфа куллю фаджрин ва адлин». Также совершайте намаз за тираном или же за справедливым человеком. То есть, если он и фасик, если он даже грешный, если его грех там не переходит границу и не задевает грех, остается только вред этого греха, только достается ему самому. Например, что-то он делает нехорошее, которое запрещено из грехов.
Но если он поставлен перед вами имамом, вы должны совершить итаат, следовать за ним. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ман ютириллах ва расуль». И если кто совершил итаат пророку Мухаммаду, саллиллаху алейхи вассалям, и Аллаху и пророку Мухаммаду, саллиллаху, Аллах Тааля говорит, что «Ваман ютириллах ва расуля فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا». То есть, если они подчинились Аллаху, совершили итаат Аллаху, пророку Мухаммаду, они будут вместе с теми, которые получили вознаграждение. Они будут на том пути, который мы постоянно просим в суре Аль-Фатиха: «Ихдина ссират аль-мустаким, ссират алладина ан'амта алейхим». Аят говорит: «Улаика ма алладина ан'ам Аллах». То есть они будут вместе с теми, если вы подчинились, вы будете вместе с теми, на том пути, о котором вы постоянно просите Аллаха. При прочтении каждый раз, когда вы читаете суру Фатиха, при прочтении, каждый раз прочтения этого аята вы просите, то есть «Ихдина ссират алладина ан'амта алейхим», вместе с пророками и с теми, которые близки к Аллаху. То есть и в этом мире человек будет счастлив, и в будущем мире, в ахирате, человек станет счастлив. Некоторые люди сейчас из-за того, что, может быть, не получают достоверную информацию и просто надеются на свой разум и на свои воззрения, то есть они не прошли тот путь очищения своего нафса, своего сердца, которые постоянно не вспоминают Аллаха. И вдруг они решили прочитать Коран и видят в Коране тот или иной аят и берут это как бы себе как путеводитель. Но до этого не очистились. Не очистившись от скверны, от нечестия того, что присутствовало в них, и они хотят объяснить этот аят. В данном случае мы говорим, что эти люди неправильно могут понять и могут неправильно трактовать аяты, и могут неправильно преподнести нам. И вместо того, что действительно говорили все предыдущие ученые, вплоть от самого пророка Мухаммада, сахаба табиин, атба'ат табиин, и все аулия Аллах, и все ученые, ахль сунна валь джамаат, 4 масхабов, он может по-другому трактовать эти аяты, итаат. И он может по-другому понять аяты Корана, по-другому может понять хадисы пророка. Итаат совершаем мы только тогда, когда получаем первичные знания. Когда, получив эти первичные знания, мы начинаем практиковать эти знания, исполнять их на практике. Потому что пророк Мухаммад саллаллаху говорит: «Иннама ахаббал а'мали иля Аллахи адвамаха валау каль». Перед Аллахом самое любимое ваше действие, самое любимейшее действие — постоянно совершать то действие. Может быть, информация у вас мала, то есть вы получили какую-то маленькую информацию про одно из действий, которое вменено нам в обязанность. Но те люди, которые действительно понимают вот это, что нужно следовать ученым, те, которые получили свои знания путем, через цепочку других, предыдущих от самого пророка Мухаммада, они ар-расихун, они те, которые действительно понимают,
что так и должно быть. Они что говорят? «Сами'на ва атагна гуфранака раббана ва илайкаль масир». Мы услышали от них, от тех, которые действительно способны нам объяснить, ва атагна, и подчинились, и совершили итагат. «Гуфранака раббана», прости нас, потому что все наше возвращение к тебе, Аллах. Но Аллах Субхану говорит, что если вы что-то не понимаете, если вы что-то не сможете, а вы не сможете понять, вы не сможете понять всего того, что там объяснено, потому что Мухаммад ﷺ объяснял своим сахабам в течение 23 лет, и они воспитывались в течение 23 лет рядом с ним, получая тепло и свет божественной милости от самого любимца Аллаха, от пророка Мухаммада ﷺ. И Аллах по этому поводу говорит: «Фас'алу ахли дзикр ин кунтум ла та'ламун». Спрашивайте у тех людей, которые действительно постоянным вспоминанием Аллаха очищают свои сердца и свои нафсы. Ни в коем случае не следуйте за невеждами и за заблудшими. Об этом же мы просим каждый раз, читая суру Аль-Фатиха. «Гайриль магдлуби алейхим валаддаллин». В каком бы веке, в какой бы эре не были эти заблудшие, как бы они ни назывались, мы не следуем за ними. Те заблудшие, или на которых пал гнев Аллаха, на которых может пасть гнев Аллаха. Мухаммад ﷺ по этому поводу тоже говорит: «Афатуд дин саляса». Трагедия моей религии, моей уммы в 3. Муджтахидун джахилун. Тот невежда, который очень сильно усердствует на пути Аллаха, без знаний. Ва алимун фаджирун. И тот алим, тот ученый, который скрывает свои знания и не практикует, и не призывает, основываясь на этих знаниях, наоборот, ради получения мирских каких-то льгот, он скрывает некоторые вещи и дает какие-то несуразные фетвы, призывая только для того, чтобы исполнили его желание, призывает основную массу людей. Ва раису залим, и тиран, который управляет вами. Тот тиран, который запрещает вам читать намазы, тот тиран, который отвращает, старается отвратить вас от религии. Вот эти 3 вещи. И пророк Мухаммад ﷺ предупреждает об этом. Ни в коем случае не следуйте за невеждой. Ни в коем случае не следуйте за тем ученым, который вроде бы ученый, но скрывает свои знания. Не следуйте за ними, потому что заблудитесь. Гнев Аллаха падает на них. И тарат. Мы в самом начале сказали, что бывает и к родителям. Мы говорим, что это итарат для бала, итарат для ребенка. Действительно, это ребенок, он совершает итарат перед родителями, перед взрослыми. Он порядочен, он всегда прислушивается к советам своих родителей, к советам старших, к советам тех, которые действительно умудрены опытом этой жизни и дают мудрые назидания и наставления. Итарат. В некоторых вещах Аллах Субхану ва Тааля предупреждает, что не должно вам подчиняться тем, которые отвращают вас от пути. Что же делать в данном случае? Уйдите от них, не общайтесь с такими людьми. Если вас заставляют, то все равно удержитесь, уйдите от этого, постарайтесь уйти, постарайтесь. Потому что может пасть гнев Аллаха, если вы находитесь рядом с ними. Если кто-то говорит: меня ведь заставили, но Аллах Субхану ва Тааля говорит: как же тебя могут заставить делать нехорошие, недобропорядочные дела? Потому что земля принадлежит Всевышнему. Она бескрайняя. Ты можешь уйти от этого места, уйти от тех людей, которые следуют путем невежества, путем
тех, на которых пал гнев Аллаха, путем тех, которых заблудил Аллах. Ни в коем случае не подчиняйтесь таким приказам, если Он тебя просит подчиниться и говорит, что отвратись от Аллаха, отвратись от сунны пророка Мухаммада, отстранись от пути ученых Ахль сунна валь джамаат, ученых 4 мазхабов. Так в данном случае мы не следуем. То же самое валя даллин, то есть не следует подчиняться тем, которые называют себя вроде бы истинными мусульманами, но все ученые 4 мазхабов, Ахль сунна валь джамаат, их называют бид'атчики. То есть это те, которые говорят, что мы все берем только из аятов Корана и из хадисов пророка Мухаммада, и мы не признаем ученых, ни мазхабов, ничего мы не признаем. Об этом и имам Раббани, и все ученые, и Набхани, и Наблуси, и все предыдущие Шафири, и имамы Муджтахиды, они все говорили, что это ахлю бидга. Это те, которые не признают вот эту цепочку и говорят, мы сами идем, берем прямо от Аллаха и прямо от пророка Мухаммада, забывая о том, что пророк Мухаммад сказал «Аль-уляма урасауль анбия», что ученые моей уммы – это наследники пророков. Следуйте за ними. Спасутся те, которые подчинятся моей сунне, будут следовать моей сунне, и сунне праведных халифов, и сунне сахабов, и последуют за учеными, которые последовали за моими сахабами, за хуляфай ар-рашидин и по моей сунне, говорит Мухаммад ﷺ. То есть мы должны четко для себя определить, что мы, если совершим итагат Аллаху, пророку и тем, которые мы избираем из своей среды, это смысл вот этого итагата. Получается то, что человек совершенствуется и становится совершенным человеком. Итагат – это и признание Всевышнего единственным Всевышним, без сотоварищей. Итагат – это признание посланника Аллаха любимцем Аллаха, за которым следует идти, за которым следует стремиться исправить себя. Итагат – это и при подчинении своим родителям, и старшим. Итагат – это и порядочность человеческая. Итагат – это не только вероубеждение, это итагат не только в понятии каких-то фикровых особенностей ибадата. Итагат – это вся сущность человека. Мутир – тот человек, который действительно в итагате, тот, который совершает итагат, это действительно настоящий мусульманин, про которого Мухаммад говорит, никогда никто от руки или от языка или от других действий, никогда от этого мусульманина никто не пострадает. Они будут в безопасности. То есть человек, если он итагате, это значит настоящий мусульманин. И мы просим Аллаха, о Аллах, говорим, сделай так, чтобы мы были теми, которые следуют по сунне твоего пророка, любимца Мухаммада ﷺ. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар. Аллах.